Сегодня в 4-й школе в Музее общеобразовательного учреждения открылась выставка «Ингушетия. Вехи, события, портреты». Культурное мероприятие приурочили к столетию ингушской государственности. На месте работает наш корреспондент Амина Зязикова. Амина, здравствуй, ты в эфире. Добрый день, Хава. Сейчас мы находимся в стенах 4-й школы сельского поселения Кантышево. Здесь проходит мероприятие, приуроченное к столетию ингушской государственности. Начинает его с танцевального номера «Девичий». Руководство школы позаботилось обо всем, начиная от декораций, заканчивая деталями костюмов всех участников. Среди почетных гостей здесь депутат Народного собрания Магомед Арсигов и глава сельского поселения Магомед Заурбеков. После же продолжится мероприятие стихами и завершится мероприятие выставкой «Ингушетия. Вехи, портреты, события». Директор школы Якуб Манкиев расскажет подробнее. Здравствуйте. Да, как вы знаете, 7 июня мы будем праздновать столетие Ингушской республики. В 1924 году была создана Ингушская автономная область, и в 1924 году мы будем праздновать столетний юбилей. Конечно же, это очень большая веха историческая, и мы в стенах образовательного учреждения не могли пройти мимо этого события, и поэтому мы решили открыть раздел в нашем школьном музее, посвященный столетию создания Ингушской республики. Здесь в этом разделе собраны документы, исторические копии документов, связанные с созданием Ингушской республики. Это письма ингушского населения в адрес Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР, лично Горбачеву, Ельцину. Среди документов очень интересная копия документа. Это обращение, подписанное патриархом, депутатом Федерального собрания, можно сказать, с просьбой удовлетворить чаяние ингушского народа о создании Ингушской республики. Там документы заседания Комитета национальности Верховного Совета СССР, на заседании которого обсуждались вопросы предстоящей реабилитации ингушского народа и других репрессированных народов, с рекомендациями принять соответствующую декларацию и в последующем принять документы, связанные с созданием Ингушской республики. А почему это важно к этому привлекать детей? Мы же в школе, кроме образования, занимаемся и воспитательной работой. И, конечно же, нам важно воспитать в наших детях чувство патриотичности, любви к своей родине. Здесь ребята, посетив эту выставку, надеюсь, это будут не только наши учащиеся, и учащиеся других школ, увидят разные разделы, посвященные истории ингушской государственности. Это и политические деятели, это и этапы борьбы за восстановление Ингушской республики, потому что и только в этих рамках произошло очень много событий, начиная с 1974 года в Грозном, вот этого исторического митинга там, 100-тысячного митинга в Назране, референдума, который провел ингушский народ, когда он высказывался о желании остаться в составе Российской Федерации как самостоятельный субъект Российской Федерации. Поэтому нашим детям очень важно передать эту историческую память о том, что эта республика состоялась благодаря большим усилиям, и подрастающему поколению очень важно сохранить эту республику, приумножать ее достижения своей учебой, своими лучшими показателями и в образовании, и в общественной деятельности. Спасибо, Якуб. Хава, на этом у меня все. Спасибо.